Держится в седле уверенно и без капли страха. Илес Зауров увлекся конным спортом 3 года назад. Его американский рысак может похвастаться не только своей скоростью, но и ловкостью. Всадник признается, что с появлением в его жизни коня получил не только полезную физическую нагрузку, но и четвероногого друга. Характер очень добродушный. Сейчас чуть-чуть я его погонял, поэтому чуть-чуть так трудно дышит. А так он более, как бы это сказать, красочно себя ведет. Сейчас чуть подустал просто. Сохранить традиции и привить любовь молодежи к верховой езде. Вот главная цель акции «Здоровая Ингушетия». Кабардинские, английские и ингушские породы лошадей. Чтобы посмотреть на эту красоту, съехались десятки людей со всей республики. Это не только повод научиться ладить с лошадьми, но также просто отдохнуть в хорошей компании. У нас как бы дикая дивизия, она имеет несколько секторов. Сегодняшний, то есть по районам. Малгобецкий район, Сунжицкий, Назрановский район, Жайрасский район. А сегодня эту ответственность на себя взяла, как вы видите, это уже Малгобецкий район в лице нашего брата Адама, то есть Ачулакинский сектор, скажем так. И вот таким вот образом собирается практически в неделю один раз для того, чтобы молодежь была заинтересована конным спортом. Не только опытные всадники, но и начинающие. Ибрагим Мендиев пришел сюда вместе со своим отцом. Подобную акцию мальчик посещает уже во 2-й раз. Юный всадник со всей серьезностью заявляет, любовь к благородным животным перешла от предков. Когда-нибудь сам катался на лошадке? Да. Когда и как? Меня подстраховал папа, а катался я сам. Тебе было страшно? Мне нет. А что ты чувствовал? Какие эмоции? Я думал, что я сейчас случайно сделаю резкое движение и упаду. Ингушский народ издревле славился хорошими наездниками, а каждый уважающий себя мужчина должен был по возможности приобрести достойного коня. Поэтому таким мероприятиям особенно рады старейшины. Здесь и переносной ковер. Про любителей вольной борьбы тоже не забыли. Ребята из клуба «Чингис» демонстрируют свои спортивные навыки. А для тех, кто не пробовал себя на этом поприще раньше, зеленый цвет, лишь бы не скучали. Джабраил Барахоев не скрывает, на свежем воздухе и тренироваться полезнее. Ребята приехали, кто на лошадях, кто на машинах. С спортивного клуба мы привели ребят, они покажут мастер-класс. Тут много ребят, которые вообще не ходят на секциях. Заманим их в спортивную жизнь. Скучать тут, правда, некогда. Пока одни осваивают азы верховой езды и вольной борьбы, другие увлеклись стрельбой из лука. Любителей этого вида спорта оказалось достаточно. Очередь выстроилась немалая. 15 мишеней по 2 стрелы на каждого и 2 повторных круга. Пройти соревнования по силу не каждому. Однако для Абдулхалима Евлоева ничего невозможного нет. Мы посмотрели наши очки, и где-то у меня было 143. Я точно не знаю. Может, наш это юниор Рашид, он может занять 1-е место. Ну, я 6-е, 5-е могу занять, или 4-е. На сегодняшний день конно-спортивный клуб «Дикая дивизия» насчитывает в своих рядах более 300 человек. Всех их объединяет любовь к верховой езде и патриотизм. Ведь для джигитов сплоченность и единство – это не просто высокие слова, а смысл жизни. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.